Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Господи, души истинные, же везде все исполняем. Сокровища благих жизни подарков, прийти и всемиземное, и очисти от всяких скверных, спаси душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, только прости беззакония наши. Согреши все истины немощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, что есть на небесе, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, пожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Сохрани душу мою и избави меня, не послушайся, я Бога, не злобы и праве прилепляться мне, потерпи, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедроты Твоей очисти беззаконие мое, наибаче мое беззаконие моего, и крепа моего очисти меня, яко беззаконие моя, знай крепко
сердце Тебя, Мать моя, всего истину возлюбила себе звезда и тайная премудрости Твоя, я вынеси, окропишь меня законе, очищуся моишься и паче, с убедуся, слуху моему даси радость, веселье, возрадуется, кости смиренные, отврати лице Твое, грех моих, и всякое законе мое очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух права обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отмет мне, восставший радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научи беззаконное блудем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от греха, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется все Твой правду Твоей, Господи, уста мои отверзиши, и уста мои возносят хвалу Твою, я бачу, что Ты воссожжешь Богу, после сожжения не благоволишь, жертву Богу дух сокрушит, сердце сокрушенное смиренно, Бог гневу не чижит, ублажи, Господи, благоволение Твоим Симона, и воссоздержится света Иерусалимския, когда благоволишь, что Ты правду возложитесь и сожигаемая, тогда возложат на алтарь мудрецы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Рождество Твое, Христе, Боже наш, воссия мир весь свет разума, в небо звездам служащие, звездой в лучах, Тебе кланяемся, солнцу правды, и Тебе верить из высокого востока, Господи, слава Тебе, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Ты села заистинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, владычица со святыми апостолы, помилуй души наши, Господь Бог благословен. Благословен Господь дни, возвышит дорог спасения нашего, Бог наш Бог спасатель, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше, святый просвети и соведи немощи наши, и Твоих ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш есть, и остави нам долги наши, Божие масло мое должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева весь присущественно выражает, изумляет тех, кто Христу второму приносит, ангели спаса Христа достоин, воздвижется звездой и путешествует. Нас, братья, обися, потрача влагу, привечный Бог. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, мы песни на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпели, много милости, много благоухротнее, и же правда любя грешную милуя, и же вся забота спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитву, исправь живот наш заповедь своим, души наши святители, зачисти, помышления, исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зло болезней, огради нас от Твоими ангелами, да ополчение их, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и разума, неприступной Твоей славы, яко благословен и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
моления моего, во имя Его услыши меня, воскорби печали моей смятокся, от глаза правды и служения грешнича, яко уклонишь нами беззаконие, и во гневе враждовал хули, сердцем изветись во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет при ненавек, покорная тьма, и рев, кто даст мне крылья колдыни, и полещу и почию, все удалится беды, и водворится в пустыне, чай Бога спасаешь меня от души, и от бури, потопи, Господи, до тресети, это видит беззаконие и пренебрегание его братьев, днем и ночью вынели по стенам его, беззаконие тут посреди его неправда, и не осудил его, что были прелесть, это аж враг уносил мне, претерпел бы Бога, дальше ненавиди меня на верный речу, укрылся от него, ты же человече равнодушнее, владыка мой, знамя мой, ты же куплен нас туда со мной бражен, Дому Божий, ходи ко мне нарушение, да принят же смерть меня, и да снидут блаженные, я колупался жилищник, потерпи, ась Богу возвал, и Господь услышал меня, вечер грозный пороги победы возвещу, и услышишь глаз мой, и избави меня от душу, и приближаешься мне, я давно тебя со мной, услышишь Богу свете, свете, меч моих изменения, я приду по сердце Бога, разберу свое напряжение, но спасибо тебе Бог, разберись, чтоб не влезай Бог, и приблизься к цари, у меня душа спасает починение, и даст стрелы, возвели на Бог притягиваю, и то не приходит на Господу праведнику, ты же Боже, не сидишь от меня несение, мужик объяснит твои гневы, а же Господи убывается, живый Бог всего, только Богиня снова повторится. Живый помощи, живой Богиня, 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 Бог попадает на моя такая подойдет, что вечно спрашивает, что надеешься, а ты надо истинный Бог, не улыбся страх ночного сына, летящий меня, слишком бесконечно, от совершения исполнения, как твоей, присыпет мать свою, тебе верный приближится, о, Боже, чем отныне солнечным воздаяние грешнику разрешит, яко ты, Господи, пование мое, пусть не положится себе греши твои, не приди тебе твои раны, не причится тебе святому, яко ангелом своим заботится тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках Богу тебя не тогда тебе сохраненную твою, нас, моя списка, наступишь, победишь, и два из меня, яко на меня уповает, папу покрыл, яко познаю тебе, посоветами услышину, с ним исполнится мне больше на славе Бог, яко не исполнится я, приемлю, спаси мои, славу Господи, со мной святого, духе, и свое имя пованы, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, Боже наш, во все миры, во все братства, небо звездом, небо звездом, чарится, ветра, славим всякий солнце, правду, тебе, пишется, Господа, Господи, слава тебе, ему, своему, тебе, помогай, я поимел, мне творили, за прямой, тебе, наших, тебе, что зимой, покажи тебе, много, может, память, матери, много, свете, смотрите, не прийти, тебе, мать, посетите, я одни, посетите, спасти, мои, и страдать от нас, воля, скоро нам прибавят наши дни, кроме твоя, Господи, я обещаю, бело, помоги нам, спаси нас, слава нам, Господи, и слава, Иисус, наши дни, ради Твоего, святый Бог, сошедший, святый нас, святый Бог, святый Бог, святый Бог, помилуй нас, святый Бог, помилуй нас, слава Богу и самой Святому Духу, Слава Богу,
Господи,
со всеми святыми помянувшие само себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Держава Твоя царствие, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
возвещен глас восьмой. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышним. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Галатам послание святого апостола Павла чтение. Братья, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего: Ава, Отче! Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа. Братцы мой, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege, să-i răscumpere, ca să dobândeam înfierea. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Ava, Părinte! Astfel, dar nu mai ești rob, ci fiu, iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. И Духове Твоему, аллилуйя, 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 глас первый.
Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода. Пришли в Иерусалим волхвы с востока, говоря: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которым упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и сей звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Тем
путешествующий Георгия, Валерий, благодарящий Татьяна, Сергия, благодарящий Ивана, Александра, Петра, Аркения, Валерия, Исачарами, Надежды Екатерины, Марии, путешествующие Елены, Наталья, Синина, Ивана, София, Параскева с Ачарами, Параскева, Лидия, Максима, Юрия, Веры, Сильвии, Ивана, Татьяны, Марии, Константина Феодора, Николая, Натальи, Евгении, благодарящий Екатерины, благодарящий Иоанна, Иван, благодарящий Ивана, Марии, Сычарами, Владимир, благодарящий Афанасий, Светлана, Вера, Евгения, Марии, Иван, Татьяны, Антонины, Дмитрия, Василия, Мария, Аллы, Патрокриза, Серафима, Ивана, Ольги, Елены, Валентина, Галины, Вера, Сычарова, Вера, Елены, благодарящий Ивана, Марию, благодарен, что Бог не смотрит вся отношения, и вся совершение вольной любовью, благодарен, что вы твой Бог и милость, веры Христову, и покрепи, как всех брат, и невидимы, от всяких опасностей преисподней, и не думай славить подать, славить за ответствием, что цель Господи услышит и помилует. Господи,
Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московской и сия Руси, и Господина нашего, высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Кишиневского и сия Молдовы, и Господина нашего, высокопреосвященнейшего Анатолия, архиепископа Кагульского и Камрадского, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященный митрополит, архиепископы, епископы и весь священнический и монашеский чин, притецерковный, да помнит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благотворителей, благопростителей, жертвователей святых храм сей, в нем нуждающихся поющих, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
добрий тебе вечір, ласковий хазяїн, радуйся, ой, радуйся, землі, син Божий, народився, ой, тебе хазяїн, з добрими вестями,
сестры, кто готовится сегодня причащаться святых Христовых тайн, пожалуйста, про себя за мной повторяйте молитву к причастию. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти. От них же первый есть нас. Еще верую, яко си самое пречистое тело Твое, и си самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения моя, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведним и невидимым. Исполно меня осуждено. Перечтитеся в пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизни вечную. Аминь. Вечеря Твоей там на дне, Сыне Божий, причастниками прими, ибо врагом Твоим тайно повем, не лапзания, инако Иуда, но яко разбойник, исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоим. Да не в суд или во осуждение будет ли причащение святых Твоих тайн, Господи, но во все души и тела. Аминь. Братья и сестры, свои свечки ставим на подсвечник. Подходя к чаше, мы руки ставим крестообразно, подходим со страхом Божиим, принимаем причастие. По желанию, после причастия можно целовать вниз чаши, молча отходим к столу и берем свою запивочку. Чудо Божие века, через молитву святые дела и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
честное и святое тело и кровь Господа, и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, очищается рабом Божия Мария, честное и святое тело и кровь Господа, и Спаса нашего Иисуса Христа, очищается Мария, честное и святое тело и кровь Господа, и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, очищается Причащается раб Божий Александр, честное и святое тело и кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аллилуйя.
благословящиеся Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохраняй, святи любящие благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мира ли Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое деяние благо и всегда совершенствуше есть, сходя от Тебя, Отца Свету, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, Твое наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокая слышащий человека благо. Теперь ради воссидящего среди нашего распасения, Христос, истинный Бог наш, при этом притче со своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Аминь. Господи, сохрани, вери во благословение Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и благословения нашего высокопреосвященнейшего Рождественское послание патриарха Московской всея Руси Кирилла. Возлюбленные Господи архипастыри, всечестные пресвитеры, диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры. Сердечно поздравляю всех вас со святозарным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Я обращаю к вам слово древнего церковного гимна. Христос рождается, славьте, Христос с небес встречайте, Христос на земле возноситесь. Апостол Павел назвал свершившееся событие Боговоплощения великой тайны благочестия. Пред этой тайной в трепете умолкает всякое земное мудрование. Перед ней меркнет суетное человеческое знание. Она способна обезоружить и смягчить самое грубое и окаменевшее сердце. Посреди жестокости и озлобленности этого мира рождается тот, кто один может исцелить любую разобщенность, даровать нам подлинный мир и настоящее единство. Грех как разделение и мир оторван от Создателя, источника света, неминуемо стал погружаться во тьму и хаос.
Но Бог не покинул свое творение и не оставил его без попечения. Терпеливо приготовляя наше спасение, Господь воплотился, вошел в земную историю и стал одним из нас. Сын Божий стал Сыном Человеческим, во всем подобным нам, кроме греха. Исполнив свою миссию, ответив на трагическое падение человека с любовью и жертвой, Он восстановил разорванное общение человека с Богом и открыл путь к вечной жизни. Жизнь человека и жизнь всего мира имеет ценность только в Боге. Вот та простая, но очень важная истина, которая свидетельствует нынешний праздник. Как здесь не вспомнить вдохновенные слова святителя Афанасия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по благодати». Пришествие в мир Спасителя – это прежде всего откровение божественной любви к людям. Любви, с одной стороны, безграничной и всеобъемлющей, а с другой – кроткой, которая все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Как же нам достойно ответить на эту великую любовь Бога и приблизиться к Нему? Эта близость достигается не отвлеченными рассуждениями, а делами любви через стремление к примирению, прощению и взаимной поддержке. Сегодня, празднуя Рождество Христово, мы призваны не только радоваться великому событию Боговоплощения, но и задуматься о своем христианском призвании быть светом миру и солью земли. И пока есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверием, поддерживая скорбящих, утешая страждущих, помогая ближним и дальним, мы сможем послужить делу мира и согласия. К тем же, кто еще находится вне спасительной ограды церкви и участвует в жизни Христовой общины, обращаясь к призывам открыть свое сердце тому, кто так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Прославим же Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа за неизреченную милость и любовь к роду человеческому. Поздравляю всех с праздником Рождества Христова. Желаю вам, мои дорогие, крепости сил, мира и радости о рожденном Спасителе, благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Кирилл, Патриарх Московский, всея Руси, Рождество Христово, 2026 год, город Москва. Дорогие братья и сестры, мы также присоединяемся к словам поздравления нашего святейшего Патриарха Кирилла. И, конечно же, всем мы желаем, прежде всего, радость. Радость о том, что родился Богомладенец, который приносит на землю мир каждому из нас, потому что сам Господь является миром для всех нас. И, открыв свое сердце, мы сможем тогда возлюбить прежде всего Бога и возлюбить наших ближних и творить мир во всей земле. Поэтому, братья и сестры, мир всегда начинается с нашего сердца. Когда у нас в нашем сердце будет мир, и тогда во всем мире и везде будет мир. Радуемся, благодарим Бога, потому что Господь рождается каждого из нас, и Он отдает свою жизнь ради каждого из нас, чтобы мы имели с избытком жизнь вечную. С праздником, дорогие братья и сестры, с величайшим праздничным днем. Напоминаю, что завтра у нас собор Пресвятой Богородицы, то есть сегодня уже вечером 4 часа вечернее богослужение, завтра 7:15, как обычно, утренние молитвы, часы и божественная литургия. 9 января уже получается у нас пятницу, день памяти великомученика архидиакона Стефана. Также и суббота, как обычно, у нас служба. Напоминаю, что во время рождественских святок и крещенских святок, братья и сестры, отменяются постные дни в среду и пятницу, за исключением 18 января, когда у нас крещенский сочельник,
этот день всегда, братья и сестры, постный. Какой бы день ни попадался, всегда 18 января он является постным днем. А в этом году попадается день воскресенья. Но до воскресенья, до 18 января, сплошные дни, среда и пятница, можно кушать обычную мясную продукцию. Также, братья и сестры, во время святок отменяются земные поклоны, прежде всего в храме и дома, за исключением тех, которые имеют эпитемию от духовников, которые имеют за особо тяжкие какие-то грехи для исправления, поэтому они дома совершают свои земные поклоны, только дома. Поклон уже будет совершаться после крещения, то есть после 20 уже января. Требы в эти дни не совершаются, также не совершаются и, братья и сестры, панихида. Я говорил, у кого попадаются памятные даты среди этих дней, крещенских, значит, в храм приходим, свечку ставим, записки подаем в алтарь за упокоенные, собираем продукты питания, даем тем людям, которые в этом действительно нуждаются. То же самое есть и панихида поминовения. Еще раз всех вас поздравляю. Многие спрашивают, среда сегодня, открывается ли пост? Пост открывается. Какой бы день ни попадался Рождество, всегда пост открывается. Еще раз всех вас с праздником. Причастников поздравляю с принятием Христовой тайны, желаю помощи Божией, благодати, радости в сердце. Дарите друг другу любовь, улыбки и, конечно же, подарки. Праздник. Спасибо, Господи.